Народные избранники рассмотрели обширную повестку дня на своем очередном заседании, которое состоялось в Камрате. Многие вопросы бурно обсуждались с советниками. Один из них – о запрете функционирования на территории муниципия Камрат игровых автоматов и казино. Единогласно был ими поддержан. Советник Петр Влах отметил актуальность данного вопроса, так как активными посетителями залов с игровыми автоматами являются подростки, родители большинства из которых находятся на заработках. Если рядом лицей или школа, почему-то предприниматели взяли на себя такую ответственность, что они должны метров 300-400 ставить игровой зал. Естественно, что часть детей, которых родители находятся за границей, они зачастую после школы не идут выполнять свои домашние задания, а заходят в игровые автоматы. И это большая проблема для нас, если мы говорим о детях, о будущем, о будущем нашего поколения, то мы должны знать о том, что, во-первых, не бояться и брать на себя ту ответственность, и выходить с инициативами о запрете. Потому что те люди, которые наполняют свой карман, они забывают о том, что завтра, послезавтра для того, чтобы вылечить этого ребенка от вот этой болезни игровой, уйдет больше средств. И эти люди, которые сегодня, опять же, на этих детях хотят заработать и выйти, так скажем, в общество, мне кажется, это позор должен быть для этих людей, и они должны успокоиться и искать себе в другом месте, где бы они могли разместить свои игровые автоматы. Также на данном заседании рассматривалось заявление родителей и жителей района детсада номер 8 муниципия Камрат о том, чтобы отобрать часть здания реабилитационного центра «Фиданджик», где воспитываются дети с ограниченными возможностями, и вернуть детскому саду. Директор дошкольного учреждения инклюзивного образования со слезами на глазах прокомментировала такое предложение. В результате решено было отложить принятие данного вопроса для более подробного изучения. Тут больше возникает вопрос, как больные дети могут подняться на второй этаж. Когда надо, поднимаемся любым образом, потому что как они могут на Примарию подниматься? Тоже нету тут пандуса на второй этаж, но поднимаются. Люди не представляют, что такое даже 10 детей с разным диагнозом и с разной патологией, и разный возраст собрать в одну группу. А тут предлагается, забрав второй этаж, у нас сделать, в общем, все, чтобы вот эти дети-инвалиды находились в одной группе. Почему-то не представляют, что такое больной ребенок. Даже здоровый ребенок, тесно здоровому ребенку, 2 в комнате бегая. А если иметь 25 детей с разной патологией, кто-то хоть задумается, что такое это? Это будет дурдом, это не будет реабилитационный центр, где ребенок получает реабилитацию, улучшает здоровье. А мы должны создать и ухудшить их здоровье. Дело в том, что все вопросы, которые поступают в Примарию, в первую очередь, они пишутся на имя примара, но они расходятся по всем кабинетам. Точнее, каждый отдел занимается своим вопросом. Но так или иначе, определенный вопрос когда-то приходит до период, когда его нужно будет рассмотреть с юридической точки зрения, оформить и отправить на совет. Остальные вопросы по заявлениям граждан все были рассмотрены, и заседание прошло более спокойно.